К январю 1943 года на предприятиях Удмуртии трудилось 618 бригад передовиков производства. 487 из них носили почетное звание фронтовых. В 1943 году произошло одно из крупнейших сражений в ходе Великой Отечественной войны, Курская битва, которая окончательно переломила ход войны в пользу Красной армии. В январе в боях за Сталинград Яков Фефилов, уроженец деревни Сухарево Сюмсинского района, дважды принял на себя командование взводом, личным примером воодушевляя бойцов и поднимая их в атаку. 27 августа гвардии старшему сержанту присвоено звание Героя Советского Союза. Один из таких ключевых подвигов был совершен нашим летчиком-штурмовиком. Его можно даже назвать удмуртским Гастелло, Аркадием Черезовым, который на своем штурмовике Ил-2, после того, как его самолет был подбит, протаранил вражескую колонну техники и ценой своей жизни нанес очень большой урон врагу, был награжден посмертно званием Героя Советского Союза. Машиностроители Ижевска обязались досрочно освоить изготовление новой боевой машины. Крестьяне колхоза «Гигант» Можгинского района вступили в борьбу за 100-пудовый урожай. Инициативы рабочих и колхозников поддержала вся республика. 5 февраля в «Удмуртской правде» опубликована благодарность Иосифа Сталина, трудящимся Ижевска, собравшим 16 миллионов рублей на строительство танковой колонны и эскадрильи самолетов. 8 февраля бригада артистов в составе 11 человек выехала на фронт. В репертуаре удмуртские народные песни, песни Отечественной войны, скетчи и художественное чтение. Также организовывались встречи трудящихся с известными бойцами, например, легендарным снайпером Людмилой Павличенко. К 25-й годовщине Красной армии в Удмуртии было собрано и отправлено на фронт 260 600 килограммов продовольственных продуктов. Для работ по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации, жители Удмуртии направляются в Бурят-Монгольскую АССР, Архангельскую, Мурманскую, Камчатскую области, Хабаровский край. Едут поднимать жилищно-коммунальное хозяйство Сталинграда. 28 ноября в Ижевске состоялось торжественное открытие нового здания государственного цирка. Первыми его зрителями были раненые бойцы. Хотите знать больше? Оставайтесь с проектом про 100 лет Удмуртии.